По дороге в Холандой мы остановились на повороте башни. Она довольно хорошо сохранилась. По этой ущелью, по ущелью Сандухоевской реки, там были башни. Они составляли единую цепь сигнальной системы. Вот перед нами холандинский старинный мечеть. Так, по свидетельству местных жителей, этой мечети более 200 лет. Мечеть сложена из маленьких кусковых этих камней. Так, прямо очищая огороды, пахотные угодья, вот такие камни собирали жители и подносили мастеру. А мастер складывал, строил. Размеры этой мечети 11 на 19. Ну, где-то в этой мечети помещалось примерно для совершения намаза около 300 человек. Перед нами развалины когда-то бывшего аула. Холандой назывался этот населенный пункт. Если обратить внимание на этот склон, обширный горный склон, утром холандинцы выгоняли скот, и не надо было пасти скот. Огромные отары, большие табуны лошадей, они паслись, а вечером, совершая определенный оборот по этому склону, скот возвращался. Если населенный пункт Зумсой состоял из нескольких компактных микрорайонов, то здесь все жители были сосредоточены на одной местности. Мы видим развалины бывших домов. Они притык один дом к другому вот так расположились. По свидетельству жительницы этого аула Сайхат, до выселения в начале 20 века. Только 2 семьи. Но когда мы приехали, хозяек дома не оказалось. И мы сразу отправились исследовать Холандойскую боевую башню, что находилась дальше по ущелью. Вот этот камень крошится. Нет ни одной целой плиты. Вот на таком камне нанести петроглиф очень трудно. Очень трудно. Даже практически невозможно. Если обратить внимание на эти подпорочные камни, установленные для вот этого балкончика, машалуки, вот там торчит 2 камня. Снизу вот кремниевые вот такие рисунки. Это природный рисунок. Вот на булыжнике из белого кремния вот, бывает. Вот мастер решил установить вот такого рода камень. Вот, видимо, по итогам завершения своей работы он решил немножко украсить верхнюю часть башни. Слоистый камень. Так, местная порода. Ввиду того, что мастер сложил его очень здорово, сознанием своего дела, поэтому за счет вот этих соединяющих свойств раствора камень еще держится. Если срочно работы по восстановлению, по консервации здесь не проводить, мы можем потерять один из уникальнейших памятников 13 столетия. Но сохранность потрясающая у этой башни. Сохранность потрясающая. А я вот никогда не видел, чтобы так много подпорочных камней было. Вот мастер знал,
что если чем больше он ставит туда вот этих подпорочные замковые камни, вот тем больше вероятность, что вот эти стены от любых природных катаклизмов удержатся. Буквально везде стоят, везде. Как перегородки. Они ставлены там для того, чтобы укрепить стены. Я смотрю, башня вся в копоти, вся черная изнутри. Видимо, когда-то эта башня была подожжена. И копоть имеет довольно толстый слой. И это является свидетельством того, что любой ценой с помощью пожара вот, внешний враг, который шел по этому ущелью, старался любой ценой уничтожить вот эту башню. Но вдруг в оконном проеме я увидел человека. Махмад Салах еще продолжал говорить и жестикулировать руками, не замечая его, когда человек вдруг исчез. Мне стало интересно, кто бы это мог быть. Мы уже собрались уходить, когда я оглянулся и рядом с башней заметил того самого человека, которого видел раньше в оконном проеме. Этот человек словно пришел из далекого прошлого для того, чтобы посмотреть на то, как живет его родное село Хуландой сегодня, сколько сена накошено, сколько бычков ходит по горным склонам и сколько детей бегают по узким улочкам высокогорного аула. Но молчанием ответили ему поросшие травой камни. Что же случилось с тобой, гордая и непокорная Чечня? Какой враг смог опустошить многовековые села с уникальной историей и культурой? Он смотрел, но его взгляд был направлен не в будущее, а в счастливое прошлое, с надеждой на то, что жизнь еще вернется в его родное село. Вот какие огромные добротные дома, с какими толстыми стенами непродуваемыми. Это классический чеченский вариант горного аула. Дома расположены по соседству. Между отдельными домами 3-2 метра. Вот. Зиме пахотных вот таких угодий или, скажем, огородов маленьких нет. Люди в основном здесь занимались разведением скота. Так. Стены обштукатурены. Глиной? Нет, ну такой как бы глиной, но как известь. Как известь. Ну, они речной песок добавляли. Да? Да. Глине добавляли. Речной песок. Вот типичный дом с подпорочной башней. Столб подпорочный, на котором держался этаж. В центре. 37-й год. 37-й год?
Сейчас посмотрим. За несколько месяцев до выселения он своими руками сделал этот мельничный жернов. Много сил и времени потратил он на эту работу. Так все и осталось нетронуто.